28 июня 2014 года оккупационное правительство Китая уничтожило более 3000 уйгуров в деревне Элишку в Яркентском районе Кашгарской области Восточного Туркестана. Пытаясь сокрыть преступления против уйгурского народа, правительство Китая блокировало Восточный Туркестан тысячами военных. 22-летний Абабекри Адиль, ставший свидетелем этого инцидента, подготовил и опубликовал трехстраничный отчет о беспределе китайских властей. В докладе подробно описывается, как китайские военные и полицейские уничтожили более 3000 уйгуров в Яркенте. Это событие вошло в историю как бойня Элишку. Позже китайская полиция арестовала Абабекри Адиля и применила жестокие пытки для того, чтобы заставить признать его ошибочность его действий. Об участи молодого человека ничего не известно, но есть предположение, что его замучили до смерти. Нурбекри, известный как самый преданный коммунистической партии Китая уйгур, был задержан и обвинен в получении взяток, превышении должностных полномочий и в подаче заведомо ложных показаний. По последним сообщениям, опубликованным китайскими СМИ, во время суда Нурбекри, обвиненный в получении взяток в размере 80 миллионов юаней, начиная с 1998 по 2018 годы, признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Слушания по делу уйгурского чиновника перенесены на неопределенную дату без каких-либо объяснений. Во время собрания, посвященного первому экономическому диалогу, прошедшего в Вашингтоне, США, Израиль, Греция и представитель Южного Кипра обсудили вопрос экономического сотрудничества стран Восточного Средиземноморья. На собрании, которое прошло 25 июля, были рассмотрены вопросы стратегического сотрудничества в Восточном Средиземноморье. На пресс-конференции, организованной в Белом доме, президент США заявил, что не осуждает Турцию из-за покупки российских систем С-400. «Это очень сложный вопрос, и мы работаем над его решением», сказал Трамп в конце своей речи. Сезон паломничества, визы для жителей Демократической Республики Конго, где распространилась эпидемия Эболы, выдаваться не будут. Новостное агентство Айдын Пост сообщило, что Министерство иностранных дел Саудовской Аравии направило письмо в консульство Конго в Эр-Рияде, в котором объявило о том, что выдача виз для паломников страны, борющейся с эпидемией, приостановлена.